السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху, по милости которого мы с вами изучаем Его религию, который дозволил нам изучать Его имена и атрибуты. Продолжаем с вами уроки, посвященные пониманию имен Аллаха Субхану ва Тааля. На прошлом уроке мы прошли имя Ар-Раззак, и также после имени Ар-Раззак мы с вами прошли имена Аль-Кабид и Аль-Басит. Сказали, что Аль-Басит — это тот, кто увеличивает удел, Ар-Ризк. И также Аль-Кабид — это тот, кто уменьшает удел, сжимает его. И делает это Аллах Субхану ва Тааля по своей мудрости и по своей справедливости, как мы об этом сказали. И увеличение удела или же его уменьшение никак не указывает на довольство Аллаха или же на его гнев. Они никак не связаны. И поэтому не стоит полагать человеку, что если у него все хорошо, он богат, да, у него все есть, не стоит думать, что Аллах Субхану ва Тааля им доволен. И также не стоит думать тому человеку, у которого в жизни тяжести, трудности, и удел его мал, не стоит думать, что это по причине того, что Аллах разгневался на него. Нет. Ризк, удел — это все по воле Аллаха Субхану ва Тааля и по его мудрости. Сегодня же мы с вами приступим к новому имени, которое звучит как Аль-Ахад. Аль-Ахад. И также приходит в Коране как Аль-Вахид. Аль-Вахид. Имя Аль-Ахад нам всем известно, так ведь? Часто мы читаем ее в суре Аль-Ихляс, в которой Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль хуа Аллаху ахад». Скажи, Он Аллах Ахад. И имя же Аль-Вахид у нас приходит в других аятах, как, например, в суре Аль-Бакара, в 163 аяте: «Ва иляхукум иляху вахид». И ваш Господь, Он Господь Вахид, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Ла иляха илля хуа ар-Рахману ар-Рахим». Нет божества, кроме Него. Да, ваше божество, оно божество Вахид, и нет божества, кроме Него, ар-Рахману ар-Рахим, милостивого, милосердного. Что же означает имя Аль-Ахад или же имя Аль-Вахид? В арабском языке, да, мы можем перевести это как один. Цифра Вахид, это первая цифра арабского языка. Как у нас один, то тоже Бербулайн, Давид, Берике, 1, 2, 3. Это у нас в арабском языке Вахид, один. А Аль-Ахад, Ахад, это другая форма этой цифры 1. То есть эти имена мы можем перевести как один или же как единственный. Ахад и Вахид мы можем перевести как один и можем перевести как единственный. И у каждого этого имени со стороны арабского языка есть превосходство над другим. Вкратце только рассмотрим, да. Так, например, имя Вахид, оно с одной стороны уступает имени Ахад. Как, например, в арабском языке говорится, можно сказать, ля якумуху вахид. Его не одолеет ни один. В арабском языке можно перевести. Его не одолеет один, будет переводиться. То есть из этого выражения можно сделать вывод, что двое могут его одолеть. Но если же в арабском языке сказать ля якумуху ахад, его не одолеет ни один, используем другое имя Ахад, то получается уже ни двое, ни трое, ни четверо, никто его не может одолеть. В арабском языке так получается. То есть получается, с этой стороны имя Ахад, оно превосходит над именем Аль-Вахид. И что же касается отношения этих имен к Аллаху Субхану ва Тааля. Эти имена указывают на единство Аллаха, на то, что Он единственный и то, что Он один. И имя Вахид
означает на единство Аллаха Субхану ва Тааля по своей сущности. Имя Вахид означает на единство сущности. То есть, значит, нет никого наедине с ним по его сущности. Он единственный в своем роде, можно сказать. Вот имя Вахид это означает. Если мы для того, чтобы понять, только скажем, да, вот человек, он не один. Людей множество, миллиарды, да? Он не один в своем роде. А Аллах Субхану ва Тааля, когда говорит про себя Вахид, значит, он единственный в своем роде. И нет никого наряду с ним. Нет у него сотоварища. А имя же Ахад означает, что Аллах единственный в своих качествах. Единственный в своих качествах. То есть нет ни одного существа, которое бы было подобно ему или же хотя бы даже близко в его качествах, его атрибутах. И значит, два эти имени вместе дают нам смысл, что Аллах Субхану ва Тааля, Он единственный, как по своей сущности, нет никого наряду с Ним, Он также един по своим качествам тоже, то есть нет никого похожего на Него в Его качествах. И эти имена указывают, что Аллах Субхану ва Тааля, как мы сказали, един в своих сущности, в своих качествах, и также Он един в своих деяниях, единственный в своих деяниях, которые присущи лишь Ему. Он единственный, кто творит из ничего, Аль-Халик. Он единственный, кто управляет делами рабов. Он единственный, кто дает ризк. Он единственный, кто наставляет на прямой путь. Все эти деяния, Аллах Субхану ва Тааля в этих деяниях Он один. И нет у Него в этом деле сотоварища или же помощника. Нет, Аллах, Он в этих делах один. И в Коране Аллах Субхану ва Тааля упоминает это имя и свое единство в аятах, которых приказывает поклоняться одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит: «Куль иннама юха илайя аннама илахукум илаху вахид». Скажи, внушается мне, что ваше божество, что ваш Бог, Он один. «Фахаль антум муслимун», и будете ли вы покорными, и станете ли вы мусульманами. И в другом аяте говорит: «Ва илахуна илахукум, ва илахуна ва илахукум вахид, ва нахну лаху муслимун». И наше божество, то есть илях, да, божество переводится, и наше божество, и ваше божество, оно едино, Он один. И мы подчинились Ему, мы являемся мусульманами. Аллах Субхану ва Тааля указывает нам, что так как Он один в своем роде и один в своей сущности, в своих качествах, то, естественно, одному лишь Ему должна посвящаться все виды поклонения. И Он единственный, кто заслуживает того, чтобы Его обожествляли, потому что Он один. То есть, если подумать логически, то раз Он один в своем роде, и нет никого подобного Его, и нет сотоварища у Него, то почему же наряду с Ним кому-то еще следует поклоняться? Естественно, нет. Он один этого заслуживает. И именно к этому призывали все пророки, как об этом Аллах Субхану ва Тааля сообщает нам в Коране. «Куль иннама юха илайя аннама илахукум илаху вахид». Этот аят мы прочитали уже. Другой аят: «Куль иннама ана башарум мислукум юха илайя аннама илахукум илаху вахид». Скажи, поистине я лишь человек подобен вам. Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: скажи, что я лишь человек подобный вам. И мне внушается, что ваше божество – это единое божество, то, что Он один. И в других аятах говорится: «Вама арсальна мир расулин». Нет, в других аятах, как у нас звучит? «Валакад ба'аthна фи кулли уммати расулан ан и'буду Аллаха ваджтанибу ат-тагут». И мы послали каждому народу пророка, чтобы поклонялись Аллаху и сторонились тагута. Тагута, шайтана или же ложных божеств имеется в виду. То есть поклонялись одному лишь Аллаху. И к этому призывали все пророки. И поклонение одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля делает человека мусульманином. И поклонение одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля делает человека обитателем рая.
И эта миссия возложена на каждого человека. А тот же, кто противоречит этому, предает Аллаху сотоварища, то он не заслуживает рая. И не почувствует даже запаха его. И будет вечным обитателем ада. Как об этом нам сообщается. И в Коране Аллах Субхану ва Тааля указывает на заблуждение тех людей, которые полагают, что Аллах не один. И говорит: «Валя такулу саласа, интаху хайран лакум, иннама Аллаху иляху вахид». Аллах говорит: и не говорите троица. То есть, обращаясь к насарам, христианам, он говорит: и не говорите троица, трое. Остановитесь, в этом есть благо для вас. Лучшим для вас будет прекратить эти слова. Поистине Аллах, Он единственный, единственное божество. Не трое, не двое, не четверо, нет. Аллах говорит, Он один. И в другом аяте говорит: «Лакад кафара аллазина калу, инна Аллаха салису саласа, ва ма мин илахин илля илаху вахид». Проявили неверие те, которые сказали: Аллах, Он один из трех. Которые сказали: Аллах, Он один из трех. «Вама мин илахин илля илаху вахид». Нет божества, кроме единственного божества. То, что Он, Аллах, один, об этом нам сообщает. То есть множество аятов приходит, указывающих на единство, на то, что Аллах, Субхану ва Тааля, Он единственный. И знание этого имени дает нам определенной пользы. Во-первых, знание того, что Аллах, Он один, указывает на то, что у Него нет сотоварища и нет никого наряду с Ним. Ведь Аллах Тааля, Он один, и нет никого наряду с Ним. «Валям якун лаху куфуан ахад», говорит Аллах Тааля в суре Аль-Ихляс, и нет никого, как сказать, нет, не подобного, да, можно сказать подобно, но наряду с Ним, можно сказать, перевести. Да, нет никого наряду с Ним. Куфу, то есть достойного, его можно сказать, перевести. То есть достойный наряду с Ним, похожий на Него. Нет никого похожего на Него, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Во-первых, это нам указывает, то, что нет у Него сотоварища. Ан-нид, шарик, сотоварища, достойного, подобного Его нету. Он единственный. И также это имя указывает на то, что неуместен вопрос в отношении Аллаха «как?». В отношении Аллаха неуместен вопрос «как?». Почему же? Потому что Аллах, Он один. И нет никого подобного Ему. И мы никогда не сможем ответить на вопрос «как?», «а как?», «а какой?». Потому что нет никого подобного Ему. И мы не можем Его представить себе, потому что мы Его не видели, Аллаха Субхану ва Тааля. И мы ни с кем даже Его не можем сравнить. И поэтому мы не можем Аллаха понять. И именно поэтому, когда многобожники пришли к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спросили у него: опиши нам своего Господа, какой Он? Вот. То есть наши божества, вот они, да? Вот ты видишь наши божества. Вот они, деревянные, каменные, да, их божества. Вот. Они говорят: опиши нам своего. Они думают, что Он подобен этим. Но тут Аллах Субхану ва Тааля посылает суру Аль-Ихляс: «Куль ху Аллаху ахад». Скажи, Он Аллах один. Лам ялид ва лам юлад. А Аллах ас-самад, Аллах Он ас-самад. Ас-самад мы еще с вами, иншаллах, пройдем. Лам ялид ва лам юлад, не родил и не был рожден. Ва лам якун лаху куфуан ахад, и нет никого наряду с Ним, достойного Его, подобного Ему. То есть вот единство Аллаха, то, что Он один, указывает на то, что не уместен вопрос «как?». Множество хадисов приходят, и аятов приходят, которые мы не можем понять. Как, например, хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в котором говорится: Аллах не сходит Аллах не сходит последнюю треть ночи на первое небо. И тут человек, кто-то задает: а как? А как это возможно? Да, если земля круглая же, если в одном месте ночь, в другом месте день, как получается? Что за это? Да? Человек пытается понять своим разумом. И мы этому человеку отвечаем как? «Куль ху Аллаху ахад». Скажи: Аллах, Он один.
То есть, получается, Он один в своем роде, в своих качествах, и мы не можем понять Его. То есть Он, все, что о Нем сообщается, это происходит так, как подобает Его величию, и Он ни на кого не похож. И это человек пытается понять по своим, в своих рамках, как он думает. Но ведь Аллах, Он один, и нет никого подобного Ему, и Он никак, то есть это не умещается в наше знание, не умещается в наш разум, потому что Он Аллах один. И какой бы вопрос ни задавали в отношении Аллаха, а как это происходит, а как это делает, на любой вопрос можно сказать: «Куль ху Аллаху ахад», скажи, Он Аллах един. И этого ответа достаточно. Он один, и Он совершает все деяния так, как подобает Его величию. Он не похож ни на кого, и поэтому мы не можем Его понять. Это касается вопроса «как» в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. И также знание этого имени Аль-Ахад, то, что Аллах Тааля один, указывает на то, что все Его качества и атрибуты совершенны и полноценны. Это как указывает? Как из имени Ахад мы можем понять, что Аллах совершенен? Также получается, в этом мире, что бы ни было, что бы ни существовало, у него есть недостатки. У него есть недостатки. Самый большой недостаток у всего то, что оно было сотворено. Оно отсутствовало когда-то. Все, что было, все, что есть, оно когда-то отсутствовало. Это уже недостаток. И человек, там уже не надо говорить о недостатках человека, перечислять их, да? Мы даже не сможем их перечислить все. Вот. И раз все, что есть, оно с недостатками, а Аллах, Он один, то есть Он отличен от всего этого, получается, у Него не должно быть недостатков. Потому что если бы у Него были недостатки, то его нельзя было бы назвать один. Потому что Он бы уже, получается, был наряду с остальными, тоже с недостатками. Но Аллах, Субхану ва Тааля, Он велик, Он пречист от всего этого, и Он один. То есть вот от одного имени тоже, только мы какой смысл берем? То, что Аллах, Он совершенен. И все Его качества и атрибуты совершенны. В них нет ни одного недостатка, никакого ни одного изъяна. Вот. И значит, это имя указывает на совершенство Аллаха. И так же, как оно указывает на совершенство Аллаха, оно указывает на Его пречистость от всех недостатков, на Его чистоту от каких-либо недостатков. И раз Аллах Субхану ва Тааля один, един, то, следовательно, Он единственный, кого следует обожествлять. Кого следует обожествлять. И лишь одному Ему приписывать качества господства, такие как управление, сотворение, дарующий пропитание, ведущий прямым путем. Это все касается одного лишь Аллаха. То есть это имя Аль-Ахад обязует человека верить в единство Аллаха в качествах Его господства. Качество господства, как мы сказали, вот они: управление, сотворение, даровать ризк, пропитание, управление этим миром — это и есть качество господства. То есть каждый должен веровать в сердце то, что Аллах, Он единственный в этом мире Господин, Господь. А если же он сердцем сомневается в чем-то, или же верит то, что кто-то помимо Аллаха обладает качествами вот этого господства, что-то помимо Аллаха влияет на его судьбу, да, мельчайший пример можно привести, какие-нибудь амулеты, то, что он верит, повесил он амулет на шею, он верит, что это защищает меня от бед, то есть тем самым придает качество господства этому амулету, он верит в это, то этот человек, он уже, получается, предал Аллаху сотоварища, и совершил величайший грех. И также, как следует верить, что Аллах единственный в своем господстве, имя это Аль-Ахад указывает на то, что раз Он един в своем господстве, Он единственный тот, к которому мы должны обращаться в своих мольбах, и единственный, к которому мы должны поклоняться. Ведь Аллах Та'аля один, и нет никого подобного Ему.
И лишь Он заслуживает нашего поклонения. И также это имя является опровержением тем людям, которые предают Аллаху сотоварища. Опровержением тем людям, которые поклоняются наряду с Аллахом кому-то еще. И как об этом Аллах в Коране, в других аятах тоже говорит, и мы уже приводили эти аяты, да, говоря о многобожниках того времени, если у них спросишь, кто сотворил небеса и землю, они говорят Аллах. Кто дарует им пропитание, они говорят Аллах. То есть они признают то, что Аллах, Он единственный управляет этим миром. Но при этом они поклоняются чему-то еще. И Аллах указывает, то есть, на ошибочность их мышления и их действий, на их заблуждение. И это одно имя, Аль-Ахад, тоже является доводом против них. Любому, да, у кого есть разум, хотя бы кто-то хоть задумается немного, можно привести вот это имя Аль-Ахад. Как же ты поклоняешься кому-то, кроме Аллаха? Ведь Аллах един, Аль-Ахад. Множество религий признают, что один Бог, Он один, но при этом поклоняется кому-то еще. Это, естественно, заблуждение величайшее. И Аллах уже, субхану ва тааля, приказал поклоняться одному лишь Ему. Это у нас касательно имени Аль-Ахад. У нас еще время осталось, поэтому возьмем также другое имя, тоже недолгое. Приходит в той же суре. Сура Ихляс, имя Ас-Самад. Имя Ас-Самад. Что же означает имя Ас-Самад? Во-первых, мы сказали, что оно приходит в суре Аль-Ихляс. Единственный аят в Коране, в котором приходит это имя, это сура Аль-Ихляс, Аллаху Ас-Самад. Аллах, Он Ас-Самад. И также приходит в хадисе пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от сподвижника Абу Саида Аль-Худри, радийаллаху анху, говорит, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил у нас, у сподвижников, кто из вас может за ночь прочесть треть Корана? Кто за ночь может прочесть треть Корана? Треть Корана, мы знаем, это 200 страниц, да, 200 страниц Корана. И они сказали, мы не можем, говорит, о посланник Аллаха. То есть это тяжело для нас. Кто из нас это сможет? Они задались вопросом. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал такие слова: Аллах аль-Вахид ас-Самад thuluth аль-Кур'ан. Аллах аль-Вахид ас-Самад, то есть Аллах единственный, ас-Самад, указывая на суру Аль-Ихляс, равна трети Корана, он сказал. Трети Корана. И подобно таких хадисов множество приходит о том, что одно деяние подобно другому деянию. Как, например, скажем, тоже количество намазов, да? Лейлятуль Кадр, ночь предопределения в Рамадане. Если кто настигнет ночь предопределения и совершит молитву в эту ночь, то она лучше, чем 1000 хайру мин альфи шахар, чем 1000 месяцев, чем молиться 1000 месяцев. Вот. Это не значит, что если человек помолился в эту ночь, он не должен остальные месяца уже может не молиться. Они не заменяют друг друга. И также чтение суры Ихлас, оно не заменяет чтение трети Корана. Тот, кто прочитал 3 раза суру Аль-Ихляс, это не значит, что он сделал хатам Корана. То есть не значит, что он полностью прочел Коран. Нет. Но он в награде достигает чтения трети Корана. Но чтение трети Корана, оно лучше, чем просто чтение суры Ихлас. Потому что сура Ихлас, после чтения, она достигает чтения трети Корана. Но чтение трети Корана, оно еще умножается у нас от 10 до 700 раз. И поэтому чтение трети Корана, оно лучше, чем чтение суры Аль-Ихлас. Вот. Но этот хадис указывает на величие этой суры. На величие этой суры. И в этой суре у нас приходит имя Ас-Самад. И что же означает имя Ас-Самад? На русский язык переводит его как самодостаточный. Но это даже близко не подходит к смыслу этого слова. Совсем не подходит к смыслу этого слова. Во-первых, с арабского языка самада
арабский глагол самада означает направляться, стремиться. Направляться к чему-то, стремиться к чему-то переводится. И арабы именем Самад называли того человека в своем племени, в своем народе, которого они уважали и к которому они приходили в случае трудностей. Они называли его Самад. То есть тот человек, который в народе достиг авторитета, у него был, уважение у него было, у него, скажем, может, богатство, сила была. Вот. И в случае трудностей, и же в случае каких-то спорных вопросов, они приходили к этому человеку. В их деревне был он, или в городе был, или в группе у них был, в племени был этот человек, и они называли его Самад. Самад называли. То есть тот, кому обращаются. И они этого человека уважали, они его боялись, и также они на него рассчитывали. И это, естественно, то есть, вот он смысл слова «ас-самад». Это народное слово, можем сказать, арабы употребляли его так в отношении человека. И оно никак, даже близко не подходит к слову «самодостаточный». Так ведь? Самодостаточный вообще даже близко не подходит. Ас-самад – тот, кому стремятся. Тот, кому стремятся в трудности. И в отношении Аллаха же, субханаху ва тааля, в толковании этого имени ученые приводят разные толкования, исходя опять-таки из арабского значения этого имени. Одни говорят, что Ас-Самад в отношении Аллаха, да, тоже из арабского они берут, тот, в ком нет пустоты. Тот, в ком нет пустоты. То есть он не ест и не пьет. Такое толкование дают. Он не ест и не пьет. То есть у него нет внутри пустоты, он не нуждается в том, чтобы заполнять эту пустоту. Следовательно, он не ест и не пьет. Вот. И это подкреплено другими аятами, да, как Аллах Та'аля говорит: «Вахва юта'иму ва ля юта'ам», и он кормит, но сам не ест. И также говорят, он тот, кому стремятся все творения в трудности, в своих желаниях, в своих хаджатах, получается, хаджат, потребностях, да. Они стремятся и просят у него помощи в своих потребностях, в своих желаниях. Вот что значит ас-самад. И также другие сказали, что ас-самад — это тот, из которого ничто не выходит, то есть, который не рожает. Это в суре Аль-Ихляс у нас приходит, да? Лям ялид ва лям юлад. Он не был, а он не родил и не был рожден. И также говорят, что ас-самад — это господин, который достиг совершенства в своем господстве. То есть, совершенства в своих качествах и атрибутах он достиг. И также говорят, что он тот, выше которого нет никого. Вот такие значения приводят к слову, к имени ас-самад. И как говорят ученые, что все эти значения, они правильные. Все эти значения, они правильные. И все эти значения, они применимы по отношению к Аллаху субханаху ва тааля. Если все вместе эти значения собрать, то можно прийти к выводу, что, то есть можно такой общий смысл дать этому слову ас-самад, имени ас-самад. Аллах, он тот, кто совершенен в своих качествах господства. Он совершенен во всех своих качествах, в своем знании, в своем могуществе, в своем богатстве и в других его качествах он совершенен. И из-за этого к нему обращаются все творения за помощью и просят у него свои нужды. Из-за того, что Аллах субхану ва тааля, он совершенен. Вот такое можно заключение сделать имени ас-самад. Аллах, значит, совершенен в своих качествах, указывает на совершенство Аллаха в своих качествах, и из-за этого к нему все стремятся и у него все просят. Вот. И знание того, что Аллах субхану ва тааля ас-самад, какое же нам дает пользу?
Так же, как, скажем, арабы, которые человека уважаемого своего назвали ас-самад, на которого они могли рассчитывать. В случае трудности они к нему шли, обращались, просили помощи. То есть они знали, что есть этот человек, и они на него надеялись. И из-за этого они были спокойны. И также верующий мусульманин, когда слышит имя Аллаха ас-самад, его сердце становится спокойным. Потому что есть Аллах. Какая бы трудность ни была в жизни человека, что бы его ни постигло, разные бывают невзгоды, что бы ни произошло, он всегда знает, что есть Аллах, который ас-самад, к которому нужно обращаться, к которому можно обращаться, и который поможет, если к Аллаху субхану ва тааля обращаться. То есть это имя дает человеку спокойствие, верующему, дает человеку спокойствие, надежду, вот, и сердце его поэтому постоянно должно быть связано с Аллахом субханаху ва тааля. Это вкратце у нас касательно имени ас-самад. На этом, иншаллах, мы лекцию закончим. Салам алейкум.